Что произошло вот после воссоединения Крыма с Россией? На первых порах крымские татары приняли, не все крымские татары приняли положительно это воссоединение. Почему? Все-таки же старое напоминает о себе. Крымские татары не забыли вот те высылки, которые продолжались на протяжении нескольких столетий. Ну а последнее – это 1944 год. Рана очень и очень живая. Значит, но интеллигенция обрадовалась тому, что Владимир Владимирович Путин заявил, что полная политическая реабилитация крымских татар, а второе, значит, крымско-татарский язык – государственный язык. Честно говоря, мы в это поверили. Лично я поверил. Но, к великому сожалению, прошло уже 1,5 года, в этом направлении ничего не сделано, и никто ничего не собирается делать. Но, по крайней мере, на тех совещаниях, на которые меня приглашают по принятию закона об образовании, хотя закон об образовании должен быть принят, как я полагаю, только после того, как будет принят закон о функционировании языков в Крыму. Без этого закона закон об образовании работать не будет. И что я имею в виду? Сперва нужно определиться со статусами тех языков, которые есть на территории Крыма, в том числе и с государственными. Вот когда мы поймем, что государственные языки подлежат обязательному обучению всеми проживающими на территории Крыма, вот тогда мы можем создавать закон об образовании. Вы имеете в виду обучение в школе? Начиная пусть даже с детского садика. Это уже вторая проблема. Я имею в виду, функционирование языков должно быть равноправным, этих государственных языков. И каждый крымчанин должен владеть 3 государственными языками. Скажите, крымско-татарский язык сейчас объявлен государственным? Он равноправен он или нет? К великому сожалению, ни один законодательный акт не подтверждает его равенство с другим, возьмем с русским языком. Нет ни одного законодательного акта. И никто не собирается разрабатывать, насколько я понимаю. В принципе, это более 20 лет, в 1991 году в Ташкенте я был членом комиссии по разработке закона о государственном языке. В 1991 году. Там четко прописали в Узбекистане один государственный язык. Естественно, он подлежит обязательному обучению, изучению всеми проживающими на этой территории. Ну, за исключением тех, кто не хочет изучать этот язык, может работать слесарем. Но, по крайней мере, Каримов говорил о том, что могут быть и такие. А на территории Крыма это недопустимо. Любой чиновник, я насколько представляю, должен владеть государственными языками. И когда мне некоторые чиновники говорят о том, что вот будут переводчики, переводчик дело не решает. В обязательном порядке каждый чиновник, назначаемый ли он, выборный ли он должен знать государственный язык. Скажите, в том числе крымско-татарский. А в чем причина вот такого положения с крымско-татарским языком? Это продекларировано, что он государственный, но в реалии совершенно другая ситуация. В принципе, крымско-татарский язык остался в таком же статусе, в каком он и остался до того, как был объявлен государственным языком в Крыму. Дело в том, что вот у нас был председатель Госсовета несколько месяцев тому назад, господин Константинов. И я ему задал вопрос. Это в университете? Да, на Таврическом национальном университете. Он говорил о том, что вот Россия финансирует, денег много, и мы не знаем, на что тратить. Тогда я ему задал один вопрос. Я говорю, часть вот тех денег, я говорю, которые вы не можете потратить, потратьте на изучение государственных языков. Я говорю, в том числе и крымско-татарского. Я услышал ответ, ну, вы, наверное, знаете, в интернете довольно широко распространяли, это его ответ. Он говорил о том, что в школе он якобы изучал английский язык, он его не знает, а как быть с крымско-татарским языком, тоже не знает. Но если председатель Госсовета Крыма не знает, как быть с государственным языком, то представьте себе на обыденном уровне, что могут думать об этом языке другие жители Крыма.